человек, при правильные шаги, при правильный образ жизни, при правильные действия, он может просветать. Это надо понимать. Но там не говорится, что вы ложите, спите, я принесу вам домой. Найдите мне какой-то священник, где так написано. Откуда придумали, вот особенно наши Востоки? Если Бог, Аллах давал, да, будет, не будет. И знаете еще, что делаем мы? Классные оправдания придумали. Если не получается, говорим, это судьба была такая. А теперь, если получается, это я сделал. Люди идут к океану щедрости Бога, понимаете, чайными ложками. Это означает, что уровень личности человека очень низко, очень маленький. Если уровень личности человека очень маленький, Господь не дает больше. Значит, не надо бегать за богатством много, а надо работать над собой много. А мы что делаем? Мы с утра до вечера работаем, а над собой вообще ничего не делаем. Вот то, что я в самом начале начинал. 3 привычки, 3 проблемы. Это специально сказал. Это получается, что большинство из нас, мы находимся там, где год назад. Согласны? Возможно, вы по работе стали специалистом, но по отношению к себе мы находимся там. Если человек изменяет вот это свое мышление, это действительно чудо. Я убежден, что в любом человеке заложено гений. Такие способности дано нам. К сожалению, большинство людей так и уйдут от жизни и не понимав, к чему они были способны. Они уйдут от жизни и так и не понимав, что они могли бы делать. Даже большинство не могут найти себя в жизни, оказывается. Там попробуют себя, сюда попробуют себя, и этим занимается, там занимается, этим занимается, еще этим занимается. Уже ему 50 лет. И сам не понял, как жил, ради чего жил, чем занимался, вообще непонятно. Это, я что хочу сказать. Необходимо найти свою сильную сторону и найти именно то, что у тебя хорошо получается, и отдавать миру много хорошее. Человек станет богатым не потому, что что-то берет от жизни. Нас делят богатым не то, что мы берем, а то, что мы отдаем. Если ты умеешь давать миру много ценностей, ты взамен получаешь много богатства. Закон природы такова. Похож как ферма. Фермер, если от души трудится на земле, земля всегда оправдывает его труд. Согласны? Если в жизни то же самое. Прежде чем брать, надо много отдавать, оказывается. Вот смотрите, если я продаю вот этот маркер, если я понял, что вот этот маркер нужная вещь, чем большим людям я найду, кому она нужна, и помогаю им облегчать их жизнь, чтобы они не искали, их сделаю для них доступным, удобным, я больше зарабатываю. Я хочу один секрет сказать вам. Возможно, я буду выглядеть глупо, когда сейчас скажу. Или, возможно, ненормальным. Самое легкое, то, что человек может сделать в этом мире, это стать богатым. Богатым в деньгах. А вы теперь можете мне сказать, Давлатов, тогда как? Разве успешным стать легко? Нет. А вот человеком стать сложно. Богатым стать 2 умножить на 2. Дорогие мои, говоря о мышлении богатых людей, я не имею в виду только в деньгах богатых. Но я убежден, что если у человека мышление богатого есть, и в деньгах богатый точно станет. Например, первый. Бедный мысли категории. Я все это знаю. Разве это не мешает? Внимание обратите. Разве это не мешает? Еще как мешает. Всезнающий только Господь. Всезнающий только один Аллах. Нету всезнающий. Никогда не считает, что себя умнее других. Кто считает себя умнее другим, он далеко не пойдет. Хоть верить или нет, я себя чувствую самым глупым человеком. Это правда. Богатые этим занимаются. Поэтому они готовы, они работают над собой. Они 99% усилий, время вкладывают, чтобы стать лучше, мудрее, умнее. Они об этом думают. Они общаются с теми, кто умнее их. Они общаются с теми, кто сильнее их, чтобы чего-то приобрести это общение. А бедные люди, посмотрите, болтовня с утра до вечера. Нам надо окружать себя другими людьми. Это единственный способ. Потому что вы посещали этот тренинг, завтра пойдете опять, будете жить тот же самый образ жизни. Иногда порой кто-то успевает характер менять, кто-то не успевает. Поэтому рекомендую вам
Обязательно окружайте себе людей умнее, чем себя. Найдите себе наставника. Почему люди остаются бедными? Вы не задавали себе такой вопрос? Ну ведь никто же не мечтает, я вырасту, стану беднее. Почему люди остаются бедными? Вот она, оказывается, проблема. Потому что они с первого начала своей жизни зарабатывают, и на заработанные деньги покупают свою мечту. Вот посмотрите жизнь обычного человека. Вот молодой, он школьник. Деньги отдайте школьнику, он побегает мороженое купить. Иногда мои дети даже мне говорят: папа, дай деньги. Я говорю: что хочешь? Что-нибудь хочу купить. И сам не понимает, это надо, не надо, говорит: что-нибудь хочу купить. Пока они покупают одежду, потом техника, потом мебель, потом ремонт, потом жилья, хотят купить квартиры и так далее. Пока до крыши над головой дойдет, им за 40 уже. Уже дети растут, уже дети пойдут, уже не успеет. Основная проблема, оказывается, здесь. Нужно делать наоборот. А богатые как делают? Они на заработанные деньги не покупают мечту. Что они делают? Они построят денежный поток. Смотрите, внимание, внимание. Когда у людей остается выбор между денег и имущества, бедные люди выбирают имущество. Они говорят: что-то надо купить, деньги все равно теряются. Они боятся денег держать. Смотрите, бедные люди выбирают имущество, богатые выбирают деньги. А почему богатые выбирают деньги? Потому что их разум умеет сохранить деньги. У бедных этого нет. Когда выбор между денег и имуществом, бедные выбирают имущество, а богатые выбирают деньги. Потому что богатые понимают, что имущество изнашивается, сломается, стареет, а деньги приумножаются, если правильно управляешь. Богатый лучше найдет человека и платит, и учится, или консультируется. Бедный говорит: я сам потихонечку сделаю. А платит 10 раз больше временами, годами, собственными ошибками. Итоге намного дороже обойдется. Давайте доказатель. Знаете, у меня супер пример есть. Это классный доказатель. Вот такой, скажите, пожалуйста. Я так хочу, чтобы вы этого усвоили сейчас. Это важно. Смотрите, скажите, пожалуйста. Вот 25 лет прошел после Советского Союза. 25 лет, да? Уже в 90-х годах до сегодня 25 лет. 25 лет, то, что вы достигли. Скажите мне, пожалуйста, имея сегодняшние мозги, имея сегодняшний ум, сегодняшний опыт, если вы попали бы на 90-х годах, условия 90-х годах, за сколько лет вы добились бы то, что вы сейчас имеете за 25 лет? Скажите, я здесь буду писать. Сколько? 2 года. Еще? Кто-то 5 лет. Еще? 3 года. Еще? Полгода? 6 месяцев. 1 год. Смотрите, ребята, посмотрите, да? Внимание. Благодаря чего вы могли это добиться? Благодаря вашему сегодняшнему ум и пониманию. Согласны? А теперь, хотите еще 25 лет жить, чтобы понять то, что могли бы делать за 1 год? Разве не так? Хотите еще 25 лет жить, чтобы понимать, это я мог бы делать за 1 год? Когда людям мы говорим: иди учись, дорогой, это тебе поможет, мы знаем, что это реально помогает ему. Потому что опыт показали это уже. Единственный показатель, вот здесь ваш ум был. Вот ваш ум помог. Вот ваш ум. Его надо наточить, оттачивать. Чем больше ты учишься, твой ум экономит много времени для тебя. Мне повезло. Мне хорошо помог. Я нашел себе наставников, которые много добились. И у них как учился. Я вложил в свою голову очень много. И она мне помогла. Только не говорите, что если деньги есть, вложишь. Не говорите так. Не говорите так, что ой, если у тебя были бы проблемы, я посмотрел бы на тебя. Не говорите так. Потому что я был хуже в ситуации, чем ваши. Я был намного плохом ситуации, чем вы на русском умеете говорить. Я не умел говорить. Если вы прочитали мою книгу «Я и деньги», я чуть-чуть свою историю туда написал. Я был на 100 шагов ниже, чем вы. На 100 шагов, не 1-2. У меня было 99 причин, чтобы не стать, кем я есть. И
Мне только один Аллах давал. Мне не от родителей пришлось наследство. Мне не пришлось, что кто-то меня за руку взял, помогал, Агашка, Апашка, Байке или кто-нибудь. Я не через тендерах разбогател. Я через собственный мозоль в руках и благословение матери просветал. И помощь Аллаха. У меня было миллион причин не быть кем я есть. Я вспомню, когда я экзамен сдавал. Они мне сказали: Давлатов, давайте так, езжайте домой, научитесь на русском языке хотя бы говорить. Потом вернитесь. Я сказал: знаете, если вы не умеете говорить на китайском, это не означает, что вы глупый человек. И эти все профессора смотрели друг друга. Вот он настоящий психолог. Слов не нашли мне сказать больше. Я сказал: я приехал здесь учиться в вузе, нужны, чтобы учить таких, как я. Прямой и так прямой. Кривого надо исправить. Они меня честно по симпатию приняли. Они взялись именно за то, что я мог их убедить. Я спросил вас, что такое учиться? Интересно. Дорогие мои, много людей думают, что учиться якобы это узнать что-то новое. Учиться это приобрести новые знания, узнать что-то еще новое. То есть люди думают, что учиться что-то подобные вещи. И они так и мыслят. Учиться это не узнавать новое. Учиться это не подтверждение фактов. Вся концепция в школе и вузе на подтверждении фактов строится. В Антарктиде живут животные, называют их пингвины. Тот животный, который в джунгли ходит, называется слон или кто-то еще. Это подтверждение фактов. Учиться – это изменить себя. Если человек прочитал книгу, его поведение не изменилось, его взгляды не изменилось, он делает опять по-прежнему, значит, проблема не с книгой, а проблема с ним. Я видел людей, которые, знаете, наизусть знают Коран. Но они сами не изменились. Их поведение не изменилось. Это правда. Я видел людей, которые наизусть знают книги Карла Маркса «Капитал», но сам бед не ходит. Потому что он не понял смысл учиться. Учиться – это изменить свою реальность. Это знать, какие действия совершать, которые приведут к изменению. Посещая тренинг, у вас должно пойти изменение. Изменение пойти в вашем характере. Изменение должно пойти в вашем доходе, изменение должно пойти в вашем привычке, ваше качество жизни. Сначала изменение произойдет в голове, в сознании, а потом изменение происходит в нашем качестве жизни. Послушайте, пожалуйста, грамотный человек не тот, который пишет без ошибки. Грамотный человек тот, который налаживает систему. Образованный человек – это не тот, который имеет дипломы. Тот, который умеет решать проблемы, которые не способен решать каждый. Вот это по-настоящему образованный человек. Грамотно организовал мероприятие, грамотно поставленный бизнес, грамотно работает, грамотно развивает. Вот это я понимаю. Хотите, я вам скажу лекарства, как стать счастливыми? Головной боль лекарства, когда они купили, попьешь, и сразу голова перестанет болеть. Хотите, скажу лекарства счастья? Сразу лицо станет другой, жизнь завтра станет вот светлей, яркой, счастливой. В лекарстве счастья она такова, вон там. В глубине своего сердца, вон тут, доверяйте свою судьбу. Счастье достигает тот, кто принимает свою судьбу, не отрицает. Принимая свою судьбу, доверяя свою глубине, в своем сердце, полноценно доверяя свою судьбу, человек станет счастливым. Не отрицать. Жить реальной жизнью, а не надуманной жизнью. Человек, который способен в своем сердце принимать свой, он обязательно станет счастливым. Поверьте, все вопрос остается чуть-чуть со временем. Он обязательно достигает вершины достижений. Это всегда так. И этот человек благодарен. Благодарен за все то, что сейчас есть. Благодарен. И вот так растет поэтапно. Бедные люди мыслят категориям обвинений. Они всегда всех обвиняют и недовольны жизнью.
Они не могут воспринимать свою жизнь. Они обвиняют судьбу. Бог, куда ты смотришь, где справедливость? Понимаете? Они говорят, вот одним людям просто так дашь, а я всю жизнь работаю, мне не даешь. Потом, когда человек мыслит категориями именно обвинения, иногда какой-то момент, он начинает сам себя обвинить. Сначала обвинение на других, потом сам. Например, если у него что-то не получается, то он говорит, да ты сам такой, поэтому с тобой так происходит. У кого богатое мышление, если у человека есть психолога богатого человека, скажем, у него мышление богатого человека, даже если он с коллегами работает, да, вот с коллегами, и у коллега не получилось, он его не обвиняет. Он говорит, послушай, ты классный парень. А тут говорит, да нет, я что-то не могу, я подвожу. Говорит, нет, ты хороший человек. Ты как человек супер. Не получилось, потому что ты не знал, как делать. Твой опыт, наверное, не хватал. У тебя, возможно, не хватило твоих знаний. Давай в следующий раз делаешь вот так. Скажите, с кем легче жить, с кем легче работать? У кого богатое мышление, у кого бедное мышление? У кого бедное мышление много тебя обвиняет. На его даже добрыми намерениями, если он хочет даже добро делать тебе, он обязательно тебя унижает. Нельзя человека обвинить за его прошлое. Прошлое каждого из вас докопаться, есть много грязи. Много недостатки. Да или нет? Не верите? Кто из вас ни разу не воровал? Вот посмотрите. Кто из вас ни разу не врал? Кто из вас ни разу не хитрил? Видите? Собрали вас все в одном зале. Надо оценить человека по его, то, что он хочет делать, по его намерениям, по его планах. И он говорит, я хочу это изменить, надо дать человеку шанс. И надо поддерживать, верить в этом, что ты можешь. И себя тем более. Себя тем более. Классно, да, мыслить, как богатые люди? Меня учили, как с $1 сделать миллион. И я это точно знаю, как делать.